Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. 75 пожаров продолжают уничтожать лес в Якутии. Сложная обстановка сохраняется сразу в нескольких районах. Обогатители, слесари, водители и другие специалисты в Айхальском ГОКе назвали имена лучших работников. Самая крупная и при этом сладкая ягода в мире растет и в Якутии. День арбуза отмечают сегодня. На территории Якутии действуют 75 лесных пожаров. Огнем пройдено более 250 тысяч гектаров. В настоящее время площадь активного горения составляет 385 гектаров. За сутки возникло 2 пожара, столько же ликвидировано. На тушение привлекались более 800 человек и 92 единицы техники. Для ликвидации потенциальной угрозы и защиты населенного пункта Аликокюэль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка МЧС в составе 20 человек. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Среднеколымском, Усть-Алданском и Тампонском районах. Здесь зарегистрировано 46 очагов. Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены. Далее ситуация с коронавирусом в Якутии. Она остается напряженной. 51 новый случай выявили за прошедшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина сегодня. 37 случаев выявлены в Якутске, 3 в Абыйском, по 2 в Верхоянском, Горном и Ленском, по 1 в Мирнинском, Нерюнгринском, Алекминском, Сунтарском и Усть-Алданском районах, сообщила она. По информации оперштаба, за последние сутки выздоровели 25 человек. Подтвержден 1 летальный случай. Особое внимание следует обратить на сохранение удаленного режима работы и на подготовку детей к новому учебному году, отметила Ольга Балабкина. Как правило, хотелось бы, чтобы остался насколько возможно удаленный режим для работы министерств, ведомств, учреждений, муниципальных организаций по причине того, что все-таки основные очаги, и которые, круг лиц которых непосредственно проходит в основном бессимптомно, сегодня характерны для рабочих коллективов. Поэтому, насколько возможно, сегодня уже Государственная Дума приняла все соответствующие нормативно-правовые акты сохранения удаленного режима работы. У нас на настоящий момент пришло время тогда, когда нам необходимо уже задуматься о том, как мы готовим наших детей непосредственно к новому учебному году, потому что 1 сентября уже не за горами. На настоящий момент Министерству образования главой республики дано поручение отработать схему, которая будет объявлена и обсуждена в том числе широким и родительским, и учительским сообществом. Ну а родителям, конечно же, у родителей сегодня должно быть понимание того, что действительно будут особенности проведения этой кампании. Но наша задача сегодня сохранить, насколько возможно, традиционную школу и, соответственно, быть готовым к возможным вариантам развития событий. Кроме того, хочу обратить внимание на 3 условия, которые сегодня у нас ставятся в качестве задач перед Министерством здравоохранения республики. Это прежде всего начало диспансеризации, затем непосредственно стоит задача у нас, чтобы дети прошли противогриппозную прививочную кампанию, и, естественно, мы готовим заявку на вакцину, о которой сказал министр здравоохранения Российской Федерации. За минувшие выходные в столице и пригородах зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими, где 7 человек получили различные травмы, 1 подросток погиб, и еще 1 находится в тяжелом состоянии. Так, 1 августа примерно в 11 вечера на 27-м километре Намского тракта несовершеннолетний водитель, управляя мопедом, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Ipsum. В результате происшествия водитель мопеда с тяжелыми травмами был госпитализирован, а его несовершеннолетний товарищ от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Стоит отметить, что в момент ДТП у водителя и пассажира мопеда не было мотошлема. В Айхальском ГОКе назвали имена лучших работников. На сегодняшний день в комбинате трудится более 3500 человек. В числе передовиков почти 30 сотрудников. Это обогатители, слесари, водители и другие. Оксана Мезенцева встретилась с лучшими.
За смену Владимир Иванов изготовит 5 таких втулок для автомобиля БелАЗ. Каждую деталь вымеряет до миллиметра. Даже такая работа у Владимира Иванова превращается в творчество. Ко всему индивидуальный подход. В профессии лучший работник Айхальского ГОКа уже 24 года. Мне всегда было с детства интересно, что металл – это вроде бы как и очень твердый материал, но при этом, когда его ставишь на станок и обрабатываешь резцами, он поддается как пластилин, когда в умелых руках. Работа на станке не столько труд физический, сколько интеллектуальный. Каждый день Владимиру Иванову нужно прочитать чертеж, иначе не приступить к изготовлению детали. Сегодня опытный токарь легко разберется в любой бумаге, внимательности и технической грамоте. Учит и молодежь. Он у нас довольно часто, раз в год, 2 раза в год участвует в предложениях, то есть подает их сам. Подает идеи, мы их реализуем в зависимости от ремонтной базы нашей, то есть наших технических возможностей. Легко справляется с работой и коллега по цеху, слесарь Владимир Никулин. Вот и сегодня участвует в сборке нового большегрузного самосвала. Работники цеха устраняют недоработки. Владимир ловко обращается с инструментами. В ремонтном цехе работает всего 5 лет, однако уже лучший работник Айхальского ГОКа. Все время, с самого детства занимался вот этим вот, то с отцом постоянно смотрел, он у меня автослесарем работал на материке, и вот смотрел, как он делает, постоянно вместе с ним ковырялся, самому захотелось попробовать. Попробовал, отучился сначала в училище, потом в колледже, пришел на работу в ремонтный цех. Освоиться на новом месте помогали наставники, учили. Работу выполнять нужно качественно, говорит Владимир Никулин. Аналогичный подход и у Валерия Калугина. 23 года он трудится в ремонтном цехе, дает новую жизнь электрическим машинам. Ремонтируют и обматывают детали, красят поверхности. Коллектив участка небольшой. Валерия Калугина ценят за опыт и смекалку. Хороший работник, почетный, уважаемый его. Коллектив хороший у нас тоже. Помогаем друг другу, работаем. Когда я в отпуск уезжаю, он меня заменяет сварщиком, работает. 4 сотрудника ремонтного цеха стали лучшими работниками Айхальского ГОКа в 2020 году. Всего в комбинате отметили 29 таких сотрудников. Это водители, слесари, обогатители и другие. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Десантники Южной Якутии ломают стереотипы. Центром их паломничества в день ВДВ становятся не городские фонтаны, а детские интернаты и дома престарелых. Составили компанию «Голубым беретом» в их праздник и наши корреспонденты. Голубые береты Южной Якутии уже по сложившейся традиции каждый год свой праздник дарят радость и подарки тем, кто нуждается в этом больше всех – сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями и пожилым людям. Чтобы было весело детям, чтобы было видно вообще, что мы есть, кто мы есть. Ломаем стереотипы. Отмечаю этот праздник именно так, чтобы народ нас сильно не боялся, да, как это на слух уходит. Детей радовать подарками, там, сладостями, канцтоварами к школе, потому что ситуация у них тоже не аховая. Идея акции добра появилась несколько лет назад. Тогда десантники проводили военно-патриотический молодежный турнир в парке, навещали воспитанников детдома. Сегодня защитники накануне праздника связываются с учреждениями, узнают, что необходимо купить, и приезжают с полезными подарками. Радость детей – самое сильное впечатление, а их благодарность огромная. В свой день собравшиеся также почтили минутой молчания память павших десантников. Бойцы крылатой пехоты в Нерюнгри достойно отметили свой юбилей – 90-летие войск. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. День арбуза сегодня отмечают по всему миру. Празднование этого дня придумали американцы, для которых ягода стала неотъемлемой частью любого пикника. Позже традиция покупать полосатые плоды именно 3 августа распространилась в других странах, и праздник стал международным. На сегодня в мире насчитывается более 1000 сортов арбуза. Россия в последние годы входит в десятку ведущих производителей арбузов с урожаем примерно 1,5 миллиона тонн в год. Наша Северная Республика не стала исключением, и каждый год местные фермеры радуют гостей и жителей Якутска спелыми арбузами. Для нашего края, для нашего рискованного земледелия, край рискованного земледелия, может не всегда выстрелить.
допустим, либо урожайность потерять, либо мало созреть, да, вот. Но мы его все равно сажаем, потому что люди уже привыкли, да, и это, как бренд, как реклама, вот, как пиар. Если лето хорошее, то еще и доход приносит нам арбуз. В Якутии также выращивают и самый полезный иван-чай. К такому выводу пришли специалисты, которые провели экспертизу этого напитка. В иван-чае содержится в несколько раз больше витамина С по сравнению с цитрусовыми. В Якутии поля иван-чая стали таким же брендом, как и лавандовые поля Крыма. Как собирают это удивительное растение, узнавала Ксения Исламова. Сиреневые поля иван-чая, а рядом работающая техника. Таким бэкграундом якутян не удивишь. Но иван-чай – это не только красиво. Цветок – еще и полезный продукт. Еще на Руси из него делали полезный, ароматный, вкусный напиток. Смотрите, какой чай получается. Видно? Вот. И иногда я сдабриваю этот чай настойкой одуванчика, вот такой, как бы получается, как мед, в общем, с сахаром. В Алмазном регионе иван-чай растет повсюду, даже в центре Мирного. Но в местах большого скопления пыли кипрей собирать не стоит. Другое дело вдали от городской суеты, на природе. Собирать иван-чай лучше всего в нежаркую погоду, с утра. И, конечно же, лучше, если за сутки не будет дождя. Для будущего напитка подойдут те стебли, которые еще не успели зацвести. Ну а если растения, подходящего для вас, вы все-таки не нашли, то можно устроить себе и фотосессию. Давно уже перестал пить черный чай и зеленый чай, и еще ройбуш люблю, но фактически вот в основном пью иван-чай. И собираем здесь, и покупной бывает. Вот. Его в середине лета собирается, то есть частично листочки и частично цветочки, даже отдельно собирается. Можно еще корень, но с этим сложнее. Вот. Поэтому, если его приготовить правильно, то есть это как черный чай, это прям бесподобный напиток, и я прям всем рекомендую. Вот. А уж у нас его, прям сколько хочешь в Якутии. Иван-чай полезен для многих, но, как и у любого продукта, у него есть противопоказания. Напиток этот не рекомендуется детям до 3 лет, а также людям с гипертонией. И если познакомиться с иван-чаем только предстоит, пейте его маленькими порциями. Мало ли чего. Ксения Исламова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.